Ансу, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, почему для клипа «Кунгелем Сингера» ты выбрал именно такую идею и что тебя вдохновило на данную тематику? Во-первых, не хотелось снимать на студии. Во-вторых, не хотелось клип с сюжетом. Хотелось просто красоты и природы. Плюс время года было теплое, сентябрь, год назад. И как-то все вместе так сложилось. А давно такая идея была, снять именно такой клип, просто красивый. Ансу, расскажи, пожалуйста, зрителям, сколько у нас ушло времени для съемок и какие мы использовали локации? Ну, во-первых, подготовка. Потом у нас еще была такая не очень удачная поездка, как помнишь. Это получается подготовка 1 день, 2 день, 3 и в 4 мы все закончили. То есть всего 4 дня. Расскажи про первый съемочный день, когда у нас он был неудачный, так скажем. В общем, это мы снимали огонь, пытались снять огонь. Я привезла дров. Думала, там сейчас устроим фаер-шоу, но у нас что-то как-то огонь не пошел. Но зато мы сняли очень красивые кадры, где я лежу в платье в песке, и мы пускали дым. Вот. Это был сентябрь. Руслан подогревал песок как мог, чтобы я совсем не околела. Было очень-очень холодно, это была ночь. Но самое интересное было потом. Я, получается, с мокрыми волосами повалялась в песке, мы все отсняли. И я понимаю, что я не взяла ни полотенец, ни воды, как бы рядом вот Юдинский карьер, но ночью туда лезть не очень хотелось. В машине была 1,5-литровая бутылка воды, то есть моя подруга просто поливала там, лицо вымыли, умылись, вот так вот. Было жутко холодно, но прикольно. Самое интересное было потом. Я приехала домой, обнаружила, что у меня отключили воду. То есть я легла спать вся в песке, на утро просыпаюсь, вся кровать в песке, все в песке. Было очень весело, я запомню это навсегда. Потом, когда мы уже поняли все ошибки, решили позвать, собственно, самого профессионала. То есть под заказ были привезены вот эти деревянные, что это? Дрова. Ну, типа там мебель, что-то такое было, да? То есть человек, который занимается фаер-шоу специально, вот он все нам там сделал, красиво, и уже было как бы этот огненный огонь. Но самое сложное морально, физически и технически, все-таки это было Голубое озеро и Камское устье. Голубое озеро, 5 утра, мы приехали, получается, взяли надувной матрас, он толщиной где-то вот такой вот был, да? То есть я заранее его купила, мы на него накрыли ткань, очень красиво, там с утра туман. Было очень красиво, получается. Положили матрас на воду, вы меня закинули на матрас с Айнуром, кстати, Хабибулиным. И получилось так, что от моего веса матрас ушел под воду, и вода зашла мне непосредственно вот. То есть я была практически на воде. Через 30 секунд я начала кричать, что это реально, это вот такой холод, что прям вот всю спину как будто вот. Посмотрите «Титаник». К слову, там вода целый год плюс 4 градуса на Голубом озере. В общем, мне было очень холодно, я была неподготовленная. Вот больше 30 секунд я не смогла продержаться. И самое интересное, что еще было, то, что мы с Айнуром не были подготовлены. И не знаю, как тебя вытащить там тут с воды, естественно. Ты сама приплыла. Самый интересный момент. Я-то уже отплыла, а там по утрам вот эти вот, которые закаляются, люди, которые там живут в этом поселке, они каждое утро плавают. И мы попросили одного мужчины, чтобы он помог меня на матрасе вытащить, на что он отказался. Знаете почему? Он сказал: вы меня на камеру снимете. А потом мы поехали в Камское устье, на скалу. Нас там встречал сопровождающий мужчина, я не помню, как его звали. Марат его звали. Марат, спасибо вам большое еще раз. В общем, если там вот на этой скале ходили скалолазы в специальной экипировке, то мы пешочком, я в платьице, босиком. Было очень тоже интересно. И вид вот на Каму. В общем, вид на море Камское был очень крутой. Шикарно, да, то есть я работала, тут квадрокоптер летает, а я смотрю и кайфую на вид, сама пою, и на вид вообще круто было. Ансу, что было самое сложное для тебя в процессе съемок? Самое-самое.
Вот это Голубое озеро. Момент, где вот именно в 5 утра я понимала, что нам это нужно. Изначально я вообще предлагала без всего. Просто я вот на воде вот так вот лежу. Отчаянно. Я, конечно, в сентябре, знаете ли. Я тоже в это, кстати, поверил. Но потом, по-моему, кто-то нам подсказал, и мы решили все-таки взять матрас. Да. Но вот именно в 5 утра вот от холода у меня, честно, на какую-то долю секунды даже истерика началась. Я думала, как так? Вот именно вот эти кадры, самые вкусные, самые красивые, они нужны. А делать-то что? Мы потом поехали в магазин, купили потолще матрас и уже спокойно, без тумана отсняли. Под закат, кстати, попал момент. Да. Уже я там воду не чувствовала и позировала уже, и что-то там играла, в общем, было уже... там вода попадала чуть-чуть, но не так уже было, наверное, больно, как с утра, да? Нет, это вообще как небо и земля. Да? То есть, опять-таки, я заплыла же на середину, да. И отплывать тоже, как бы, знаешь, пришлось рука... самой, да, такой момент. Но это уже было. Было. Ничего, Выжили. да. Выжили. Что было самое легкое на этой съемке? Самое легкое было это на фоне огня. Ночью снимать вот в Юдино на карьере, потому что погода была... ты в куртке ходил, в шапке. Я в платье. Меня грел огонь, я танцевала. Это вообще было все лайтово, кайфово. Я еще помню, после съемок всех куда-то звала в кафе. Да. Помнишь? Да. Это вообще, я всегда всех звала в кафе. И после песочка тоже всех звала в кафе. Когда многие задавали вопросы по поводу клипа, многие удивлялись, вот именно кадры на воде, как они снимались, где они снимались. Некоторые думали, что это бассейн, кто-то там на зеленку даже кто-то грешил, если честно. Но потом вот я объяснила, что это голубое. Мы же там, получается, чуть-чуть срезали края озера, и вот этот вот подступ к воде тоже срезали, поэтому все так красиво получилось. На самом деле это голубое. Огромный привет передаю Айнуру Хабибуллину и хочу ему еще раз сказать спасибо за то, что он же, получается, вот в этот крайний день, он был с нами весь день. Он также помогал. В общем, это было... Я считаю, что это моя самая лучшая видеоработа. Благодаря вам, пацаны. Спасибо. И помнишь еще, как было? Мы встретились на других съемках, и... Я когда начала разговор про то, что я хочу снять клип, чтобы ты мне снял клип, когда ты узнал, что именно на эту песню, что ты сказал? Я сказал, это судьба. Как это было, я летом, в мае того года слушал трек «Концу Кунгальна Синья», добавил себе ВКонтакте запись, сейчас ее прослушал. И в один момент, я думал о том, что, было прикольно эту песню снять клип в мае, я думал, заранее еще. И потом познакомились с Ангцу где-то в июне, и она говорит, вот уж есть такой трек, давай снимем клип. Я такой, какой? Она говорит, Кунгальна Синья. Бинго! Бинго, как еще? Мысли материальны. Руслан, расскажи, были ли негативные отзывы именно по поводу этого клипа? Негативных отзывов не было. Все хвалят кадр, который был снят с коптера Айнуром. Вот этот на 90 градусов, когда коптер поднимается наверх, говорят, ох, ничего себе, крутой кадр. Еще кто-то похвалил и цветокоррекцию, то, что она она в красном вся, то, что вода вся такая синяя, прям, контраст хороший. Про это сказал режиссер на курсах, на которые я ходил. Еще вопрос. Обычно, мне рассказывают другие клипмейкеры, с которыми я работала, что я сниму клип, и к нему потом приходят заказчики и говорят, вот, я хочу такой же, снимите мне так же. У тебя было такое? Прям сказать, что пришли, сказали, прям повтори то же самое, не было, но было очень много людей, которые говорили то, что эта работа понравилась в плане съемки, в плане, как все это подано, в плане монтажа. И говорили, на том же уровне хотим, не хуже, а лучше еще, чтобы было. Этот клип для меня стал одной из моих любимых и портфольных в данный момент. Я им показываю всем, и этим очень горжусь. Следующий вопрос. Вспомни какой-нибудь казусный момент во время съемок. За 4 дня было что-нибудь такое? Интересное? Интересное. Казусный момент прям. Шок.
Шок. Вот шок как раз таки был, когда у нас ты начала тонуть. Я думал о том, что так, у меня в кармане телефон, надо быстренько оставить телефон, чтобы он не промок. Потом надо быстренько снять рубашку там, чтобы быстренько доплыть до тебя. И об этом я все думал, и доплыть обратно, имея такой груз. Я думал, так, походу... Пусть тонет. Походу надо что-то думать. Многие клипмейкеры начинали именно с клипов и ушли в киноиндустрию. Хотел бы ты также или только вот быть в клипмейкерстве? Ага. Само значение слова клипмейкер, оно означает то, что человек работает с клипом. И есть фильммейкеры, люди, которые снимают фильмы и киноделы на русском. Вот. А так, да, прям у меня цель снять фильм свой, короткий метр, потом полный метр, и я буду к этому стремиться поэтапно. Актрисе нужны будут ты, если что, короче, звони. Хорошо. Попробуй себя актрисой. Я думаю, мы ответили на все интересующие вопросы, потому что очень много было сообщений, очень много было вопросов. Если они у вас еще остались, пишите их внизу под комментариями, мы будем отвечать с удовольствием. Всем огромное спасибо. Да, и набирайте просмотры у клипа Кунгрина Сингна. Она классная, достойная просмотры. Посмотрите.